продолжении рубрики «Стань волонтером» мы решили рассказать не только о тех, кто помогает людям. В помощи нуждаются и братья наши меньшие. 2 года назад для грациозной Луны Центр реабилитации животных стал родным домом. Лошадь забрали с бойни. Здесь же на свет появилась малышка Либерти. В соседних вольерах проживают подопечные с подобными историями. Одних спасли от убоя, других забрали с ипподрома, есть и отказники. Козочка Анжела и овечка Доли попали сюда из закрывшегося контактного зоопарка. Теперь они всегда вместе. Оттуда же свинки Звездочка и Чернушка. А вот у мини-пига Нюши были хозяева, однако они не смогли содержать животное и отказались от нее. Теперь для ручной и чистоплотной Хрюшки ищут новый дом. Своенравный козел Степан – звезда центра. В один прекрасный день мы приехали, увидели, что его куда-то ведут. Ну, вроде как мяснику отдать, что он не нужен, и все. Вот нам жалко стало, ну красота же, рога какие. Еще в центре проживают ослики, собаки, 2 котика, цесарки и курицы. Теплый дом, наполненный солнечными лучами и людской заботой, создали практически с нуля, на месте разрушенной фермы. И было очень радостно видеть, как преображается это место из заброшенного коровника в такую вот, приятную территорию, где хорошо и животным, и людям находиться. Волонтеры поддерживают и сейчас. С исследованиями помогают студенты-ветеринары. В центре всегда рады принять добровольцев. Прогулки с собаками, помощь с уборкой, допустим, у свинок, там коз, кормежка тоже. Вот. Иногда помощь бывает нужна, допустим, почистить леваду, почистить синик. Животных разрешают кормить, в ход идут яблоки, морковка, капуста. Еще можно привезти гречку, пшено, овес, консервы для собак и кошек. У каждого подопечного непростая судьба. Эти животные знают, что такое забота, поэтому радуются искренне, а любят взаимно. И каждый раз встречают гостей с благодарностью и надеждой, что рано или поздно на пороге центра появится будущий хозяин.